Взаимодействие с людьми – это ключевой компонент нашей жизни. Если, конечно, вы не один из тех людей, кто предпочел изолироваться от общества и жить в домике посреди леса, без интернета и других средств коммуникации. Но, скорее всего, вы не один из них, потому что смотрите данное видео. Чем лучше вы будете уметь строить связь с людьми, чем успешнее вы будете в жизни. Вы поднимете на новый уровень свои отношения, будете иметь больше возможностей в учебе и, конечно же, в будущей работе. В этом видео мы поговорим о том, как вы можете улучшить свои навыки общения и стать мастером публичных выступлений. Первое. Работайте над произношением. Мало просто сказать слово, его нужно произнести правильно, чтобы быть хорошим спикером. Вам просто необходимо произносить слова, как того требует правила. Второе. Дикция. Вам нужно научиться произносить слова не только правильно, но также максимально четко, чтобы люди могли понять вас. Если вы мямлите, то никому не будет дела до того, правильно произносите слова или нет, потому как все равно никто не сможет понять, что вы говорите. Третье. Громкость. 80% случаев, когда люди вас не понимают и переспрашивают, что вы сказали, вы просто говорите недостаточно громко. Чтобы быть хорошим оратором, вы должны быть уверены, что говорите настолько громко, насколько требует та или иная ситуация. Именно говоря громче или тише, вы можете показать другим людям, что вы вдохновлены чем-то, или наоборот, показывая ваше спокойствие и непринужденность. Уделяйте должное внимание громкости своего голоса. Четвертое. Тон голоса. Ваш тон определяет то, как вы звучите, другими словами, интонацию вашего голоса. Помните, тон вашего голоса невероятно важен для передачи чувств и эмоций. Не стоит недооценивать его сил. Последний в списке, но далеко не последний по значимости. Избавьтесь от наполняющихся слов, если вы собираетесь стать хорошим оратором. Если вы хотите производить невероятных впечатлений на людей своей речью, то вам необходимо критически избавиться от слов-паразитов, к которым мы так привыкли пополнять свою речь. Помните, нет ничего невозможного. Если вы будете практиковаться, если будете сознательно пытаться избегать их, то у вас все получится. Говорите медленнее, думайте перед тем, как сказать что-нибудь. Так вы можете избавиться от ненужных слов в вашей речи. А теперь бонусный совет. Выработайте себе уверенность. Это сразу бросается в глаза, когда человек говорит с уверенностью. И поверьте, это выглядит очень впечатляюще. Да, чтобы стать более уверенным, потребуется время, но в любом случае это того стоит. Единственные инвестиции, которые всегда дают хорошие дивиденды, это инвестиции в себя. Грант Кордон. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы нашли это видео полезным.